Приветствую всех на своем YouTube канале, а перед началом ролика обязательно поставь лайк и подпишись на канал. В ролике вы увидите мой горький опыт от перекупства, после которого я решил на долгое время завязать это дело. Началось с того, что я увидел очень горячее объявление в виде того, что продается ВАЗ-2107 2009 года за 35 тысяч рублей, и немедленно выехал за этим горячим лотом. Такой себе. Какая местность. Я приехал сюда за машиной. Посмотрим, что из этого выйдет. Как видите состояние на этих видеокадрах. Как со слов хозяина было сказано, машина стояла 2 года. Но самое интересное началось после моей покупки. Мы с продавцом заключили договор купли-продажи. Я ему заплатил деньги в размере 35 тысяч рублей. Он мне не уступил ни копеечки. И что в итоге говоря, вы увидите дальше. Вот такая вот машина. Семерочка. 2009 года. Приключения не заставили себя долго ждать, потому что, как оказалось, что датчик от бензина пиздит. Я встал на трассе. Как видите, трасса, машина. Оно стоит на аварийках. Созвонился, получается, с продавцом. Я сказал, а что у вас не работает датчик? Вы мне не сказали. И он мне сказал, что сейчас привезет он мне бензин, литров 5. Жду его. Надеюсь, приедет, и я поеду дальше своей дорогой. Приехал продавец. Сейчас будем заправлять малышку. Вот такая интересная картина нарисовалась. Машина закипела, не проехав еще 30 километров. Машина больше 1,5 года стояла. Как видите, вот такое состояние у машины. На всю силу ебашит, работает вентилятор. А мне холодно. Сегодня 15 марта. На улице холодно. И мне ехать еще 120 километров. Я не знаю, как эти 120 километров пройдут, но чувствую я то, что я сегодня не доеду. В плане доеду, но ночью, скорее всего, потому что машина закипела, я встал, и просто жесть. Машина стояла, теперь она сейчас, пока охладится, мне нужно подождать. Мне хотя бы до ближайшей заправки доехать, а дальше уже будет видно. Я думаю, что добро всегда возвращается. Я всегда людям на дорогах помогаю. И сейчас меня по дороге взял мужик, сказал то, что возьмет на прицеп, и он меня везет, как видите. Я думаю, добро возвращается, так что не стоит унывать. И я думаю, скорее всего, я сегодня доберусь до дома. Ведь ехать мне еще целых 110 километров. Машину я оставил в городе Анна, а водителя согласился меня отвезти в Воронеж. Сразу же позвонил мастерам. Мастера мне ответили, сразу же я приехал к ним, и они начали мне делать машину. Когда они скрыли блок головки, я увидел там такой кошмар. Может, у дяди Витьки есть. Коробка. Приключения не заставили себя долго ждать. Опять же повторюсь, я, получается, ночью поехал в Воронеж, переночевал там, утром проснулся в 7 часов, снова выехал в Анну, доехал до Анны, это попутчиками. Что вы думаете, приехал в автомастерскую. В автомастерской сказали то, что машине ремонт подлежит. Машину начали чинить, и в итоге открыли, а там головки от двигателя. Там такая сплошная трещина пошла, что в итоге она подлежит замене. Ее нужно будет заменить. По этой причине я сейчас купил головку, которая мне обошлась 6500, тут цена 6500. Затем ремонт автомобиля, который обходится мне, как вы думаете, сколько? Ладно, не буду томить. Ремонт автомобиля, который мне обходится, за
за то, что мастера мне будут делать 3000 рублей плюсом. Это сейчас расходы там на новый этот. Там получается прокладку мне купить, маслосъемники, колпачки, маслосъемные колпачки. Ну блин, делов там вообще сколько. Я не знаю, сколько с этого зарабатываю, но примерно я уже потратился, примерно я потратился уже 1050. Так что не знаю, что с этого заработаю, но в любом случае буду держать в курсе. И выпуск выйдет. По-любому, я думаю, что-нибудь заработаю с нее. Очередные растраты. Купил вот такой вот, точнее, купил вот такую вот прокладку. И также, как называется, короче, колпачки масляные, маслосъемные, вот я так скажу. И что могу сказать, что вот я пришел. Сейчас буду продолжать ремонт. Чтобы вы понимали, я с 7 часов утра на ногах, и время сейчас уже 5, а я все еще не ел, нормально не спал. Вот такие у меня руки. Блин, реально, люди покупают машину, а я покупаю просто какую-то, не знаю, проблему ходячую просто. Я не знаю, как это все сказать, но я думаю, все, что им делается к лучшему. Это мой опыт, и я так набиваю шишки. Давай, Котя, ебашь! Ну, блядь, он больше сотки не едет вообще. Чё за херня? 1,5 года лежал, говорит. Больше сотки не едет, как будто тут ограничитель стоит. Автомобильное приключение продолжается. Я приехал, как таковой говоря, уже в Воронеж. В Воронеже, как видите, у меня, блядь, все руки измазанные. Машина доехала, но единственная проблема, то что машина не ехала больше 110 км в час. Не знаю, с чем это связано, но будем в этом разбираться. А пока что решил просто привести машину в порядок, а именно навести марафет. Продолжаем. Сегодня третий день, как машина стоит уже в продаже, уже во дворе. Получается, я сегодня третий день работаю. Уже как третий день прошел, как я его выложил на продажу, но никаких успехов нету. Люди интересуются, пишут, но машину нужно все-таки довести до ума. Как видите, смотрите, видите пороги, также, ну, есть к чему приложить руки обязательно. Так что я думаю, еще где-то 2 дня он постоит, потому что с завтрашнего дня у меня официальные выходные. И я буду заниматься с этой машиной, а именно покрашу диски и также пройдусь по порогам и по кузову немного пройдусь, немного доведу до ума, а также выложу заплатное объявление на Авито. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, я продам хотя бы в маленький плюс, я в это верю, в это надеюсь. Так что следите дальше, что будет, я думаю, будет интересно. Приехал с машиной сейчас в автосервис, чтобы заварить глушитель, потому что в глушителе дырочка есть, там завариваю глушитель, чтобы меньше было звука и чтобы он лучше работал. И также установил на лобовые, как видите, дворники. Уже немного вид приобретает. Дворник установился, хорошо. Так, в принципе, видите, по машине нужно работать. Ну, завтра, дай бог. Завтра у нас понедельник. Для вас это будет секунда, вы переключитесь на завтра. А для меня это будет целый день. Так что я сейчас буду делать машину. А именно варить глушитель. Сейчас увидите. Вот, дырочку, видите, дырочку? Когда хотел позаниматься машиной, купил все, что надо. А именно покрасить, как говорится, диски. И на улице пошел дождь. Как это можно назвать? Это какой-то закон подлости, я не знаю. Мне это не нравится, то, что пошел дождь. Я хотел покрасить диски, и тут пошел дождь. Видите?
Друзья, также я напомню, то, что мой автомобильный выпуск закончился тем, то, что в итоге я все-таки продал свою машину, да, я продал ее чисто в ноль, о чем я не жалею, потому что я очень много усилий потратил на нее. Расскажу буквально, можно сказать, по порядку то, что случилось. Я приехал для начала в Таловую, это город под Воронежем находится. Я приехал в Таловую, там посмотрел я машину, купил машину, не проехав еще 5 километров, проблемы не заставили себя долго ждать. И я столкнулся с такой проблемой. Я изначально думал, что в машине закончился бензин. Но, как оказалось, бензина в машине было достаточно. Всего-навсего закипел движок. Потом, спустя некоторое время, я понял, что движок он закипел из-за того, что у меня вода. А вода прошла из-за того, что прокладка была дырявая. Но в итоге говоря, я простоял от Таловой в дорогу Анну где-то полчаса. И по пути меня случайным образом подвез мужик, который взял меня на прицеп. И в итоге говоря, он довез меня до Анны. Доезжая до Анны, мне очень повезло с этим мужиком. Он довез меня до Анны. В итоге говоря, в Анне он мне сказал, что у меня вот такая проблема. Я не знал, что делать. Естественно, я сразу же первым делом поехал в Воронеж, оставив машину в Анне на сутки. Приехал я туда 12 часов ночи, в Воронеж. Большая трещина образовалась на цилиндре, что оттуда, получается, у меня шла вода. Такой перекупский опыт, я, честно сказать, больше не хотел бы, я очень жалею. Гандон! Черт ебаный. Такой плохой перекупский опыт, что сказать. Но в итоге говоря, все же я приехал, разместил машину свою на продажу, на вторую, ждал покупателей потенциальных. Машина висела на продаже 2 недели, я не нашел ни единого покупателя. Но ко мне как раз таки обратился мой знакомый, который сказал, что он очень хочет купить машину. И в итоге говоря, я предложил ему свою машину, мы с ним договорились, заключили договор купли-продажи, и я ему продал свою машину. Естественно, купил я машину за 35 тысяч рублей, а продал я машину 55 тысяч рублей. Но при этом общие мои растраты, которые я вложил в машину, дошли до 20 тысяч рублей. Что я хочу сказать? Тем, что я машину просто продал в ноль, лишь бы отбить свои деньги. А самое главное, что я не продал ее в минус. Вот что я хочу сказать. И на этом я хочу немного подытожить. Извините, что так получилось, что вот такой разговорный у нас монолог получился. Все же, если вам понравился видос, вы можете поставить лайк, поддержать меня своей подпиской, а также написать свое мнение в комментариях. Всем спасибо за внимание. С вами на канале был СК ТВ. Всех благ, до свидания.